Здравствуйте! В эфире спецвыпуск программы «Время новостей». Прямо сейчас я нахожусь в столице нашей необъятной родины. Именно здесь сегодня открылись Дни культуры Республики Коми в Москве. На протяжении 9 дней до 31 мая жители и гости столицы через призму искусства и творчества познакомятся с нашими коми-традициями. Мы находимся в концертном зале имени Чайковского. Именно здесь сейчас проходит официальное открытие Дней культуры. С минуты на минуту с приветственным словом на сцену выйдет глава нашей республики Владимир Уйба. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня на сцене концертного зала имени Петра Ильича Чайковского Московской государственной филармонии мы открываем Дни Республики Коми в Москве, посвященные столетию образования нашей республики. Мы живем на удивительной земле, земле зеленых полей и лесов, синих рек и озер, белых снегов. Мы получили ее в наследство и передадим своим детям и внукам, сохранив и приумножив лучшие традиции Коми-края. Коми-земля таит в себе бескрайние богатства народных песен, танцев, обычаев и преданий, щедро одаривая их живительной силой и открывая неизведанные тайны северной души. Приглашаем на сцену главу Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Ивановича Сучкова и председателя Государственного совета Республики Коми Сергея Анатольевича Усачева. Добрый вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать. Спасибо, так хорошо? Отлично. Надо было порепетировать. Рад приветствовать вас на открытии Дней Республики Коми в Москве. Действительно, Республика Коми – уникальный, удивительный край. Край лесов, край рек, край уникальных исторических наследий и, самое главное, край замечательных людей. И мне очень приятно, что открытие нашего большого праздника, мы к нему очень долго и много готовились, нашего столетнего юбилея республики, мы открываем в одном из самых замечательных концертных залов России. И я от всей души хочу сказать, что мы думаем, что все, что вы увидите за эти дни, поможет вам кому-то вспомнить замечательную республику, кто с ней расстался и уехал в другие города, тем, кто живет в республике, еще раз возгордиться этой замечательной землей, замечательными людьми. И сегодня наш концерт открывает государственный ансамбль песни и танца «Осякыя» Республики Коми имени Виктора Морозова. И я думаю, что музыка, танцы и, самое главное,
тот настрой, который точно совершенно передадут наши замечательные артисты вам, позволит вам еще раз услышать и почувствовать замечательный ритм жизни нашей республики. Спасибо. Дорогие земляки, дорогие гости, я рад, что сегодняшний праздник столетия Республики Коми в городе Москве открывается концертом государственного ансамбля «Осек-Кына». Это уникальный коллектив, настоящее достояние нашей республики. Уже более 80 лет он бережно хранит и приумножает традиции народного творчества. Я не ошибусь, если скажу, что Республика Коми славится своим культурным многообразием. Это не пустые слова. Я надеюсь, что вы посетите те мероприятия, которые с любовью для вас подготовили Воркутинский драматический театр, театр драмы имени Виктора Савина, театр оперы и балета Республики Коми. Вы познакомитесь со спектаклями, которые для вас покажут Государственный театр кукол и Национальный драматический театр. Мы хотим вас пригласить на выставку лучших туристических брендов Республики Коми. Свои работы покажут самобытные яркие художники Республики Коми, фотохудожники. Всеми этими мероприятиями мы, безусловно, не только подчеркиваем наш богатый творческий потенциал, мы еще раз признаемся в любви к нашему родному Коми-краю. Республика Коми – это уникальное место с самобытной культурой, богатой историей, нетронутой природой. Очень много уголков, куда действительно не ступала нога человека. Конечно, Республика Коми сегодня меняется, приобретает новые черты, но она всегда сохраняет свою неповторимую самобытность. Мы сегодня гордимся достижениями наших земляков в самых разных сферах нашей жизни. Мы говорим огромное спасибо и выражаем искреннюю благодарность нашим ветеранам, которые своим трудом создали благополучие республики для будущих поколений. Дорогие друзья, я хочу попросить вас вместе с нами отпраздновать наш огромный большой праздник столетия Республики Коми. Приходите на те мероприятия, которые мы для вас подготовили, познакомьтесь с неповторимым колоритом, северным колоритом нашего Коми-края, самобытной культурой и получите массу самых хороших впечатлений и эмоций. Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием Дней Республики Коми, столицы нашей Родины, в городе Москве. Уважаемый Владимир Викторович, дорогие друзья, добрый вечер. Для меня большая честь от имени правительства Москвы приветствовать вас на вечере, посвященном открытию Дней Республики Коми в городе Москве. Я хочу поздравить жителей республики, всех тех, кто родился, жил, учился и трудился в республике с ее столетием. Пожелать здоровья, счастья, благополучия и успехов в новых свершениях. Позвольте мне огласить приветствие мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Уважаемый Владимир Викторович, дорогие друзья, поздравляю вас со столетием Республики Коми. Славная вековая история республики написана несколькими поколениями жителей, которые по праву гордятся прекрасным северным краем, его неповторимой природой, древними памятниками, уникальной культурой, национальным колоритом. Сегодня Республика Коми приумножает традиции развития и созидания, осуществляет масштабные социально-экономические программы, реализует крупные инвестиционные проекты. Многие годы Москва и Республика Коми являются надежными стратегическими партнерами. Наши регионы обеспечивают взаимные поставки товаров, взаимодействуют в области здравоохранения, образования и культуры, а
обмениваются опытом работы в разных сферах. Проведение Дней Республики Коми в Москве – еще одно свидетельство дружбы и сотрудничества. Программа дней насыщена деловыми и культурными мероприятиями, результатом которых станут новые совместные проекты и яркие впечатления от знакомства с душевным искусством. В этот юбилейный год желаю вам, уважаемый Владимир Викторович, и жителям Республики Коми крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде. Мэр Москвы Сергей Собянин. Благодарю. Вас приветствует... Событий на эти несколько дней запланировано немало, и вот некоторые из них. Например, высочайшее здание Европы и России Останкинская башня окрасится в цвета нашего Коми-флага. Увидеть государственную символику Коми можно будет до 31 мая. Триколор будет появляться на здании каждую 5-ю минуту. К слову, Останкинская башня была выбрана не случайно, ведь ее видно практически из каждой точки Москвы. Уверена, зрелище невероятное, его мы вам обязательно покажем завтра в программе «Детали лайв», поэтому не пропустите. А мы идем дальше. С завтрашнего дня по 6 июня на Никитском бульваре будет представлена фотовыставка «Природа, традиции, люди». Как говорят сами организаторы, задача экспозиции – открыть зрителям неповторимую красоту Севера, рассказать о вековых национальных традициях и нашей самобытной культуре. К слову, этот фотопроект первым открыл серию масштабных мероприятий, приуроченных к столетию нашей республики. За 10 месяцев гастролей по России выставка побывала в 65 регионах страны. Стоит отметить, что участвуют в выставке художники со всей России. И предлагаю послушать одного из них – это Юрий Кабанцев. Для меня участие в этой выставке просто в удовольствие, потому что это связано с республикой, с Сыктывкаром, где я родился. И для меня это всегда стимул, и любой такой движ я всячески поддерживаю. Это были поездки, не связанные напрямую с работой, но так как я частенько с камерой, и с камерами, разумеется, поехал в них. Да, мне интересно бродить, я старался лазить как можно больше по горам, лесам. Люблю республику, люблю север вообще, и все, что связано с севером, с картинками, с этими, мне очень нравится. У вас есть очень такой колоритный кадр, именно с Усть-Цильмы, с праздника Горка. Вы туда просто так приехали или предварительно изучили эту историю, возможно, делали какой-то подробный фоторепортаж? А вот это как раз была чистая работа, я подзабыл об этом. Да, мы сделали мероприятие, освещали Горку. Это репортажная съемочка, просто удачная, хорошая подвернулась модель. Удачная погода, стеклись обстоятельства, срослись, и все получилось. Продолжим наш экскурс в мир коми-культуры в Москве. Ключевым культурно-имиджевым мероприятием станет запуск брендированного состава вагонов метро. 30 мая будет дан старт поезду Коми-100. Начнет свой путь состав из электродепо Измайлова и на протяжении 6 месяцев будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. Это синяя ветка. К слову, через неделю это событие мы вам обязательно покажем. Следите за новостями. Но это еще не все, что запланировано на эти несколько дней. С 23 мая по 4 июня пройдут масштабные мероприятия в рамках столетия нашего региона. Начнем мы сегодня торжественное открытие наших дней концертом государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Ас-Яке» в Московской филармонии. С 27 по 29 число наши ведущие театры Республики Коми представят свое творчество на лучших площадках города Москвы. 24 числа у нас пройдет туристский форум. Мы расскажем о на нашей отрасли туризм, и что может республика представить в этом направлении. Также планируется в эти дни у нас запуск брендированных вагонов с логотипами в рамках столетия нашей республики. 31 числа у нас состоится большой гала-концерт, где примут участие все ведущие коллективы нашей республики. И на протяжении еще всего этого времени будут книжные выставки на разных площадках. Наша задача как можно больше рассказать вообще о наших традициях, о нашей земле, о нашей культуре, о всем том, что есть сегодня в нашем крае, в удивительном крае. Я думаю, что сегодня мы порадуем москвичей действительно тем, чем мы гордимся многие годы.
Дни культуры нашей республики в столице России обещают быть насыщенными. После торжественной речи на сцену концертного зала имени Чайковского вышел ансамбль песни и танца «Асья К». Некоторые номера мы вам обязательно покажем завтра в программе «Детали Лайф» в 20:15. О том, какую программу подготовили к сегодняшнему открытию артисты, нам накануне рассказал художественный руководитель ансамбля Дмитрий Бушуев. Мы подготовили программу из 2 отделений. Туда вошли 26 номеров. Это 4 истории, 4 блока. Национальная культура наших коми-районов. Это Троицко-Печорский, Приполярье, Сысольский район и Троицко-Печорский. На самом деле, открывать такое большое мероприятие, большая честь. Волнуется ли сейчас артист? Для нас, конечно, большая честь открыть такое мероприятие на сцене концертного зала Петра Ильича Чайковского Государственной филармонии. Причем это сердце, так сказать, народного сценического искусства, фольклора. Это наше достояние всероссийское. Конечно, плодотворная работа велась задолго до открытия. Впереди у филармонии и других театров нашей республики гала-концерт. Что же там покажут артисты «Асья К»? Приоткроем завесу тайны. Долго готовились к столетию, начали с предыдущего сезона, потому что мы знали, что впереди республики 100 лет, и нас предупредили, и мы знали, и поэтому весь этот сезон мы тщательно, кропотливо подошли к этому вопросу, и весь коллектив трудился во благо республики. Что ж, я знаю то, что очень часто в жизни любого артиста случаются какие-то смешные, курьезные случаи. Например, однажды вы во Франции облили скользкий пол кока-колой, чтобы было, так скажем, комфортно танцевать. Вот какие-нибудь еще, может быть, такими смешными вещами в преддверии столетия коми поделитесь с нами? Ой, вы знаете, наверное, они не такие смешные, когда ты работаешь на сцене. Но вот я знаю, курьезные случаи, правда, происходят и случаются. Мы как-то были на гастроли в Архангельске, и у нас на первом же номере вылетает парень. У него колено. И мы не знаем, что делать, у нас не разведено, и у нас Дмитрий Валерьевич, художественный руководитель, просто внедряется во всю программу, работает ее вместо артиста балета. И нам было забавно, конечно, за этим наблюдать. Ситуация, конечно, грустная отчасти. Да, ситуация грустная. Сразу же приехала скорая, ему сразу оказали помощь. Он надолго у нас вылетел, но такие ситуации часто, правда, происходят с артистами, потому что профессия травмоопасная. Я сейчас про балет говорю. К слову о гастролях. Вы очень часто путешествуете по городам, по странам, но сейчас немножко другое. Вы сейчас открываете именно Дни культуры своего региона, там, где вы родились и выросли многие из вас. Волнительно? Очень волнительно. Вы знаете, мне кажется, любому артисту волнительно выходить на сцену, потому что вот эта профессия, она без любви невозможна. И когда ты что-то любишь, ты, конечно, каждый раз переживаешь, потому что это чувство определенное. И перед выходом на сцену любой артист переживает. А когда такое мероприятие, такого масштаба, на таком уровне, на такой площадке, волнение, конечно, зашкаливает у всех. И сейчас все волнуются за кулисами, молятся всем богам, чтобы все прошло удачно. На самом деле у вас есть очень много номеров, которые как раз тематически связаны с Сысольским районом, с Ижемским районом. Да, именно с республикой. И очень много у вас артистов не из Коми. Тяжело ли как-то им втянуться? Наверное, это с ребятами не из Коми нужно разговаривать, но мне как репетитору видно, что они, когда приезжают из других регионов, у них, конечно, манера другая, характер другой. Кто-то быстрее втягивается, кто-то помедленнее. У всех по-разному это происходит, но, как правило, к первому сезону, к окончанию первого сезона, когда ребята начинают работать, они уже, причесываются, так у нас это называется, то есть становятся более похожи на наш регион, на наш колорит, на наш национальный характер и темперамент. Помимо филармонии презентуют свои программы и театры нашей республики. Это театр оперы и балета, драмы имени Виктора Савина, Республиканский театр кукол, Воркутинский драматический имени Мордвинова, Национальный музыкально-драматический театр. Это лишь часть событий. больше о Днях культуры Республики Коми в Москве смотрите завтра в выпусках новостей и в программе «Детали Лайф» в 20:15. До встречи в эфире!